4 месяца им должно было хватить на ремонт. Неудобства ради любви к искусству вынуждены терпеть несколько сотен родителей и учеников второй Казанской музыкальной школы, что на Боруди. В апреле их перевели на дистант, чтобы пораньше начать капремонт. Закончить должны были ко Дню знаний. Нам сказали, что нет средств, что средства израсходованы, поэтому ремонт остановили. С конца августа ремонт встал. Ученики и учителя вынуждены ходить в другие школы и дворцы культуры. Там пошли навстречу и предоставляют помещения для занятий, но расположены они далеко. Я скучаю по этой школе, потому что близко, и у меня тут друзья, а там нас всех рассоединили. Иногда мы просим маму моей подружки, чтобы она за нами заезжала. И вот так вот. А если не бывает, то мы сами пешком иногда ходим. Многие устают? Да. Учусь в этой музыкальной школе уже 7 лет. И, честно говоря, пропадает желание, потому что очень неудобно ходить на далекие расстояния. Кому-то преподаватели приходят на дом, и это тоже не лучший вариант. Наша преподаватель вынуждена ходить по квартирам, заниматься урок скрипки. Она ходила так месяц. Ее выбило с ног. Она заболела и на 3 недели ушла на больничный. Наша учеба остановилась. Мы все на нервах, да, из-за того, что к нам учитель ходит. Мы как-то стыкуемся. Где-то учителя сами забираем на машине, да, вместе возим. Разная погода. Это сейчас более или менее, да, были дожди. Учительница то приходит больная, то мы больные. То это неправильно. Учебный процесс не должен так идти. Негодуют сейчас и родители, и учителя. У многих занятия проходят по субботам и воскресеньям, когда, по идее, дети должны отдыхать. Руководство школы переживания разделяет, но поделать ничего не может. Я понимаю преподавателей, понимаю родителей, учащихся. Школа сейчас, куда они ходят, находится через несколько кварталов. Конечно, это проблематично. По словам подрядчиков, финансирование у них закончилось. Нам сегодня удалось связаться с субподрядчиком. Я свой контракт выполнил. 4 миллиона на окна, фасад, двери. Что там дальше не смотреть, я не знаю, я же не заказчик. Означает ли это, что в контракте был прописан не весь объем требуемых работ и вложений, или на ситуацию повлияло летнее подорожание цен на стройматериалы? По словам директора школы, большая часть работ по капремонту здесь уже выполнена. Заменили кровлю и окна. На первом этаже частично обновили систему отопления. Осталось привести в порядок второй этаж и обновить коммуникации в подвале. Как выяснилось, в начале года на капремонт второй музыкальной школы было выделено 34 миллиона рублей. Позже перечень работ расширили, но денег не хватило. В итоге под угрозой срыва теперь долгожданный концерт пианиста Дениса Мацуева. Могу немного обрадовать. Я разговаривал с управлением культуры. Сказали, что источник финансирования сейчас найден. И сейчас мы ждем решения Кабинета министров о том, чтобы эти средства выделили вот именно уже на ремонт, на продолжение ремонта. Сейчас практически завершилась экспертиза тех недостающих средств, которые необходимы для завершения работ и приобретения оборудования. Надеемся, что в ближайшее время строители приступят к своей работе, как только сметные расчеты будут утверждены. Заказчик работ по капремонту в этой школе – Управление культуры Казани. Генеральный подрядчик – Главное инвестиционное строительное управление. В течение всего дня мы пытались узнать в этих организациях, сколько сейчас нужно средств, чтобы завершить работы. Однако цифру не называют, ссылаясь на то, что проектно-сметная документация сейчас на экспертизе в Кабинете министров. Это значит, новогоднего концерта в стенах школы точно не будет. Такая вот минорная нота. Юлия Гоголева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.